Аллах запретил все, что вредит здоровью и разуму и лишает сил. Все, что вредно для человека, не дозволено. Аллах говорит в Коране: «О те, которые уверовали! Воистину опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете». Когда рассуждают о самых страшных убийцах в мире, алкоголь обычно не приходит на ум, хотя он убивает более 3 миллионов людей в год, включая вождение в нетрезвом виде, насилие и хулиганство, вызванные алкогольным опьянением, множество болезней и расстройств. Алкоголь становится причиной каждой 20-й смерти во всем мире. Каждые 10 секунд в мире от алкоголя умирает 1 человек. В 2012 году алкоголь стал причиной 3 миллионов 300 тысяч смертей, а это почти 6% от всех смертей в мире. Это больше, чем СПИД, туберкулез и смерти, связанные с физическим насилием, вместе взятые, и эта цифра растет. Только в Америке на долю алкоголя приходится 88 тысяч смертей в год. С алкоголем связаны акты жестокости, приводящие к смерти. Из-за алкоголя совершается больше убийств, чем из-за всех других одурманивающих средств вместе взятых. Исследование показывает, что из всех, кто был приговорен к лишению свободы за совершенные преступления, 40% были пьяны во время совершения правонарушения. Употребление алкоголя распространено среди преступников, совершающих такие виды преступлений, как сексуальное домогательство, убийство и изнасилование. Алкоголь – это наркотик номер 1 для молодежи в США, и он убивает больше, чем другие наркотические вещества вместе взятые. Каждый день 7 тысяч детей в Соединенных Штатах в возрасте 16 лет впервые пробуют алкоголь. У тех, кто начинает пить в возрасте до 15 лет, вероятность возникновения хронического алкоголизма в 4 раза выше, чем у тех, кто начинает в 21 год. Более 1700 студентов колледжей погибает в США каждый год. Это почти 5 человек в день по причине травм, связанных с алкоголем. Борьба с употреблением алкоголя среди несовершеннолетних обходится США примерно в $62 миллиарда в год. Второе место среди смертей, связанных с алкоголем во всем мире, занимает вождение в нетрезвом виде. Исследование, проведенное в 78 странах мира, показало, что от 30 до 40% дорожных смертей происходит в результате случаев, связанных с алкоголем. Если вы думаете, что цирроз печени и аварии на дорогах – это все, чем опасен алкоголь, тогда вот еще данные. Ученые связывают потребление алкоголя с возникновением почти 200 болезней, включая цирроз печени и некоторые виды рака, которые оказывают воздействие почти на каждую часть тела. При потреблении алкоголя 20% сразу же попадает в кровь, остальная часть перерабатывается по мере его прохождения по желудочно-кишечному тракту. Как только он попадает в кровь, он может растворить любую биологическую ткань, так как оболочки клеток очень легко пропускают алкоголь. Вот список состояний, связанных с потреблением алкоголя. Сокращение клеток головного мозга. С возрастом объем человеческого мозга сокращается в среднем на 2% в течение 10 лет. Это считается нормальным. Однако алкоголь ускоряет сокращение в некоторых важных зонах мозга, что приводит к потере памяти и помешательству. Структурный вред для мозга в результате злоупотребления алкоголем может быть показан по-разному. Например, вскрытие тел людей, злоупотреблявших алкоголем, показали, что их мозг меньше по размеру и массе, чем мозг людей того же возраста и того же пола, которые не употребляли алкоголь. Различные методы визуализации головного мозга, такие как компьютерная томография, демонстрируют связь между употреблением алкоголя и физическими повреждениями головного мозга, даже при отсутствии хронической печеночной недостаточности или помешательства. Сокращение мозга особенно обширно в коре лобной и мозговой доли, области, отвечающей за когнитивные способности человека. Многократные снимки головного мозга группы алкоголиков показали, что сокращение их мозга значительно превышало возрастную норму. Более того, степень сокращения прямо зависит от количества потребленного алкоголя. Пьянство повышает риск возникновения рака. Рак возникает в зонах, попадающих под воздействие алкоголя, включая рот, глотку, гортань, пищевод, печень, молочные железы, колоректальную зону. Анемия. Пьянство вызывает аномальное сокращение числа красных кровяных телец, несущих кислород. Цирроз. Алкоголь токсичен для клеток печени. Многие алкоголики заболевают циррозом печени. Депрессия. Обширное исследование в Новой Зеландии показало, что тяжкое пьянство ведет к депрессии. Судороги. Пьянство может вызвать эпилепсию и спровоцировать судороги даже у людей, которые не страдали эпилепсией. Подагра. Это болезненное состояние, хотя во многих случаях она передается по наследству, алкоголь и питание играют большую роль. Алкоголь, как правило, усиливает подагру. Высокое кровяное давление. Алкоголь дестабилизирует симпатическую нервную систему. Инфекционные заболевания. Пьянство подавляет иммунную систему, способствуя развитию таких инфекционных болезней, как туберкулез, гепатит, СПИД и другие заболевания, в том числе передающиеся половым путем.
Алкоголь связан с троекратным увеличением риска заражения венерическими заболеваниями. Повреждение нервов. Алкоголь вызывает повреждение нервной системы, которая еще известна как алкогольная невропатия. Панкреатит. Кроме раздражения желудка, гастрита, пьянство может спровоцировать панкреатит. Хронический панкреатит приводит к нарушению пищеварения, вызывая сильную боль в животе и постоянную диарею. Алкоголь поражает сердце, печень, молочные железы, желудок, костные ткани, иммунную систему. Пьянство, особенно злоупотребление, заставляет тромбоциты слипаться в кровяные сгустки, что может привести к инфаркту или инсульту. Пьянство заставляет печень вырабатывать жир. Это явление известно как жировой метаморфоз печени, что в свою очередь может привести к воспалению печени, известному как гепатит. Потребление алкоголя повышает риск развития рака молочной железы. Недавние исследования показывают, что даже одна порция алкогольного напитка в день повышает риск возникновения рака молочной железы. Алкоголь вызывает раздражение и воспаление слизистой желудка, что может спровоцировать возникновение язв и кровотечений. Для сильных костей необходим кальций. Когда алкоголь поступает в организм, он действует как мочегонное средство и вымывает кальций из костей, делая их слабее и более подверженными ломке. Алкоголь ослабляет иммунную систему, делая ваш организм еще более легкой мишенью для болезней. В целом Европа является регионом с самым большим потреблением алкоголя на душу населения. 10 стран с самым большим потреблением алкоголя в мире. Беларусь, Республика Молдова, Литва, Россия, Румыния, Украина, Андорра, Венгрия, Чехия и Словакия, Португалия. Пьянство среди населения Индии и Китая становится все более популярным, в особенности из-за того, что люди там начинают зарабатывать больше денег. Восточная Европа и Россия на данный момент являются родиной самых заядлых алкоголиков в мире. Согласно статистике 2010 года, россиянин потребляет 32 литра чистого алкоголя в год. За ним идут жители западных стран Европы, Канады, Соединенных Штатов, Австралии и Южной Африки. Аллах запретил алкоголь в Коране. Он сказал: «Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи, в них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы».